Сухумский мусорный полигон в районе Маяка функционирует на протяжении 50 лет. Каждый день туда со всего города ежедневно привозили большое количество твердых бытовых отходов. С каждым разом территория мусоросвалки расширялась, и на сегодняшний день она составляет более 60 гектаров. После того, как свалка приблизилась к жилым домам, жители стали бить тревогу. По их словам, свалка собирает мух, комаров, крыс, главных переносчиков инфекции, а об опасном для здоровья токсичном запахе, который идет от полигона, и говорить не приходится. Местные жители собрали подписи с просьбой о закрытии свалки и обратились в кабинет министров. Премьер-министр Валерий Бганба и глава города Сухум Адгур Харазия, приехавшие на встречу с жителями, отмечали, что проблема мусорного полигона на Маяке давняя, и решить ее за день или за месяц не получится. К вопросу о решении проблемы мусоросвалки присоединились и депутаты Народного собрания парламента республики. После того, как экологи изучили и дали критическую оценку ситуации на свалке, президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение в целях решения вопросов, связанных с утилизацией бытовых отходов на полигоне в Сухуме, согласно которому администрации Гулрыбского района предписано выделить земельный участок и подготовить его по всем нормам для утилизации твердых бытовых отходов до первого квартала 2019 года. А до этого времени, по распоряжению президента, столичной администрации было поручено подготовить дополнительный котлован для утилизации мусора и обеспечить подъездные пути и водоотведение от него. Работы по подготовке временного котлована идут уже 4-й день. Работы ведутся сегодня, и я думаю, что в течение 10-15 дней работа будет завершена. Работа представляет из себя рытье котлована самого. Вот вы видите, сейчас работает техника. Помимо этого, дорога подъездная к котловану, площадка для сброса мусора. Там есть такие технологические вопросы, которые нужно учесть, чтобы нормально функционировало. Это вообще территория, вот где мы сейчас находимся, это место так называемой старой свалки, которая уже давно не действует. Здесь свои сложности, потому что раньше мусор не закапывался, а бросали сверху. То есть это все надо расчистить территорию, выкопать котлован новый. Вот эти вот сложности есть, но они преодолимы. Временный котлован будет достигать 200 метров в ширину и 5 метров в глубину. По словам специалистов, этого вполне достаточно для утилизации объема мусорных отходов в столице на 2-3 месяца. Закрытие мусорного полигона на Маяке и перенос его в другое место запланировано на первый квартал 2019 года. Саид Джарсали, Алексей Агухава, Инала Гухава, Абхазское телевидение.